Традиция ариев осетин. Часть первая. Традиция греческая «передача», а с осетинского «передай» «адет», а в исламе «адат» тоже традиция. И в основном человечество живет так же, как живут животные, то есть едят, спят и размножаются. Но в животных похоти меньше, в отличие от человека. И вот тот, кто владел своими страстями, то есть это чревоугодие, это похоть и это злоба, бесконечная злоба, которая сегодня мы видим, что происходит. Человек опустился на очень низкий уровень, то, что он прошел за эти века и тысячелетия, он вернулся к своему изначальному состоянию, к звериному состоянию. Человечество очень тяжело отказывается от своего невежества. Инстинкт, интеллект и интуиция. Вот интеллект, мы дошли до очень высокого уровня развития, как бы на Земле. Очень много открыли за эти тысячелетия. Наука, да. Но мы духовно не развиты. Соответственно, когда человек духовно не развит, у него начинается инволюция. Он дошел до какого-то уровня, а дальше все, выше подняться не может. Когда духовность отсутствует, он идет в обратную сторону. Что главное? Главное то, чтобы эти постулаты совпадали с космическими законами. У осетин осталось, значит, твоя свобода заканчивается там, где начинается несвобода другого человека. Это тоже ведь важно. Поэтому эту доктрину никогда не насаждали силой. Рама, скиф Рама, прошел 16 стран, и в каждой стране он открывал им эти законы, и люди сами выбирали, по-прежнему же служить своим башкам или же присоединяться к космическим законам. Я говорила, что осетинский язык один из артефактов, это древнейший, один из 10 арийских языков. И вот, зная этот язык, можно открыть любую тайну мира. Сегодня человечество сдает экзамен на духовность. Наш уровень – это то, что мы выбираем. Или это пещерное мое, или уровень сыновей Божьих, служение другим. Право выбора за нами. Однако, прежде чем отправиться по одной из дорог, надо понять, что есть хорошо для окружающего нас мира, а что есть дисгармония. Людмила Макеева. Книга «Бессмертие ариев осетин». У ариев был культ быка. И посмотрите, все боги приходят на землю в виде быка. Это Осирис, и бог есть святой у них Апис. У греков это Зевс и Минотавр, а у шумеров это Энлиль, у вавилонян это Мардук, у евреев это Молох. В Индии по сей день корова и бык – священные животные. И вот у нас есть ритуал Шарма-Баржай. Завтра начинается праздник самого главного нашего патрона. А сегодня идут Галар-Гавдан. Сегодня ритуал зарезать, значит, принести в жертву быка. Эта жертва назначается за год до этого. И называется она Невонт. Если расшифровать слово «нв» – это изображение, «вонт» – это вера. И получается, это символ веры. Бык был символом Святого Духа. Понимаете? Как и огонь. Елена Петровна Блаватская пишет, что слово «бог» вообще-то это сарматское слово. И оно правильно. И опять идет культ быка, потому что по-осетински бог с твердым знаком в конце, это обозначает очень большой бык, бугай, понимаете? И это опять с культом быка связано. И золотой телец оттуда, золотой теленок. Так вавилоняне изображали Мардука. Даже слово Голгофа, на которой был распят Христос, она вот переводится как раз с арийского языка. Гал-холфа, это значит внутри быка. Это было место казни. А как делались? Было большое железное, как бы скульптура быка. Внутри у него были крючки, острие было. И туда помещали жертв, которые должны были принести. И начинали этого быка крутить,
как на вертеле. И в результате... Или же над огнем крутили же. И так оттуда, в общем, изо рта у него тогда выливалась кровь от жертвенных людей. Это есть место казни, Голгофа. Она так и переводится. Но это было внутри быка. Это тоже опять из культа быка. Дух есть закон, а духовность есть безукоризненное следование закону. Неужели за всю историю человечества к вам так и не пришло понимание, что любая борьба приносит разрушение и хаос? У любой войны так и не было победителей. Ваша борьба науки с религией привела к искаженному миропониманию. Борьба человечества с природой привела всю Землю на грань экологической катастрофы. Борьба религий, претендующих на едино правильную концепцию мира, привела к его разделению на праведных и заблуждающихся, в то время как все претенденты якобы исповедуют единого Бога. Борьба мужчины и женщины привела к нестабильности любви и брака, к деградации генетического кода Земли. Владыка Мория. Уроки кармы в эпоху последнего сражения.